Привет всем друзьям, пацанам, девчонкам, всех, кто у меня в виртуальной сети, друзья. Сейчас я выйду. Так, у нас сегодня 13 июля. Как видите, у нас сегодня пасмурно. Но это наоборот хуже, потому что душно очень. Душно, ребята, жарко. Сейчас я вам скажу в машине сколько. В машине 35. На улице. Сейчас будут там термометры. На дорогах в Японии же все термометры, все обустроено. Так, последние новости у нас. Вчера похоронили, не похоронили, а кремировали бывшего премьер-министра Абе-сан, которого убили во время предвыборной кампании депутаты из города Нара. Он рядом со мной находится, 60 километров. Убил его морской, отставки, наверное. Морской котик, из сил самообороны Японии. У него там семейные проблемы, психопат, Он что-то хотел доказать, сейчас разбирается, идет следствие. Вы уже все в курсе, потому что это очень большая для всего мира новость. После Кеннеди, американского президента, получается, Абе-сан Так, я вам предлагаю послушать песню Малежика «Небеса». Давайте послушаем. Чуть-чуть отвлечемся. Всем нам на небеса идти. Я знаю, что YouTube меня заблокирует или уберут в некоторых регионах музыку. Я прервусь. У меня в Одноклассниках в YouTube подписчик просит показать туалеты Японии. Я вот сейчас хочу заехать. Здесь на парковке есть туалет, но экологический. Там подальше я вам заеду, покажу туалет обычный японский, который расположен на берегу озера Иссык-Куль. Я же кыргыз, и мне все здесь Иссык-Кульское. Сейчас я заеду. Называется паркинг. Определено везде место, стоянки. Тут велосипедисты отдыхают. Так, прервемся, потом дальше продолжим. Я одел маску, потому что нас просят, когда заходите в помещение, обязательно в масках.
Пожалуйста, вот туалет, он обустроен солнечными батарейками. И здесь вот, пожалуйста, экологически чистая, вода подогревается. Ну, обычная вода не качает, и вот все смывается. Здесь все, короче, вода полностью очищается. Смотрите, синий. Поднимается на баки, спускается, можно руки мыть, туалеты смывать. Потом смытая вода с него поступает в баки. Здесь она очищается и снова подается. Круговорот, короче, ребята. Вот так называется этот туалет. Recycle. Пожалуйста. Это вот женское отделение. Ну, если там с мальчиком можешь заходить, то для мальчика писсуар. Это, пожалуйста, для коляски, инвалиды, беременные, с ребенком. Такой вот туалет. Пожалуйста, вот бумаги, писсуары. Тут он здесь откидывается. Вот так. Видите? Ребенок сюда укладывает и пеленается. Зеркало есть. Ну и мужской, пожалуйста, писсуары. Здесь, в этом мужском, чисто японский. Вот, пожалуйста. И сейчас я вам покажу, чтобы садиться. Надо вот, видите, здесь сюда вот вперед, зад, вперед, перед, зад. Здесь туалетная бумага. А то некоторые зайдут. Здесь что удобно, когда у тебя спина болит, ручка, пожалуйста, вот, чтобы подниматься. Это вот чистый японский. Ващики называется. А есть унитазы уже. Это ёщики, ну, европейский стиль. Вот так вот, ребят. Ну все, ребята, едем дальше, да, посмотрели. Ну, это придорожный туалет. Потом еще куда-нибудь заедем и еще посмотрим. Обычные, которые в здании находятся. Полоса для велосипедистов. Они, видите, арык прокладывают, расширяет, облагораживает. Вот здесь уже положили они арык. В этом году крестьяне, кто выращивал рис, перешли на пшеницу. Боятся, что у нас хлеба не останется. Вот это рис, а в некоторых там поля есть и пшеничные поля. Я потом как-нибудь покажу. Это я группа Viagra, попытка. Здесь тоже парковка. Там вот японец сидит, на саксофоне играет, тренируется. Это стоянка лодок.
где-то там дальше на другой стоянке, чуть дальше. Тут красивый райзе, слоновой кости. Грушевый сад, ну, там не французская груша, вот такая продолговатая, а чисто японская груша. Она круглая, а японцы ее очищают, разрезают на куски и солью кушают. Ну, японцы молодцы, они летом и арбузы солью кушают. Да, поражаешься иногда их культуре. Это вот рыбак, видите, приехал, машину поставил, у него там целый этот вагон удочек, припамбасов. Дальше, ребята. Держится на отметке 95 литр, $2. Ну, если по американским меркам 1 галлон у нас $8. Сейчас у нас иена падает, и получается у нас на 20% обесценивание денег, наших имущества, сбережений. Ну, посмотрим, что будет дальше. Все зависит от нашего друга. Который поставил весь мир на уши. Но я его поддерживаю 100%, ребята. Дома были построены 40 лет назад. Это было шикарное время, коммунистический рай для Японии. Представляете? Сами японцы говорят, что они пережили очень хорошее время. Сейчас во всем мире все меняется. Обстановка, мировоззрение. Смотрите, какие дома.
советские дома с балконами, с железными решетками на балконах. Так, у нас уже час дня. Я сейчас подыщу место, где перекусить. И хочу поделиться, чем я буду обедать. Это кайф, ребята. Просто сидеть за рулем, вот так ехать спокойно. Это счастье какое-то.